городском доме культуры города Канаш состоялся праздничный концерт, посвященный торжественному открытию года счастливого детства в Чувашской республике и года педагога и наставника в России. Каждый концертный номер зрители воспринимали с восторгом и бурными аплодисментами. В концерте приняли участие лучшие творческие коллективы нашего города. Юные артисты Дворца культуры, Детского дома творчества, Детской музыкальной школы. Организатором праздничного мероприятия выступила детская музыкальная школа города Канаш имени Максима Дормидонтовича Михайлова. Школа с многолетней историей и сложившимися традициями. Так напьемся святой водой, той, что прадеды пили и деды, и вернемся мы с чистой душой, растворив в родниках свои беды. Пусть проносятся годы века, и сражения мир потрясают, не иссякнет Россия, пока родники наши души питают. Родники, вы мои родники, цвет небес не серебряно-синий. Если будут звенеть родники, будет биться и сердце России.
Вся земля белым пледом укрылась, и опять на душе так светло. В этот день что-то в нас изменилось.
скрипачей детской музыкальной школы, руководитель Ирина Козырева, исполнит для вас песню «Музыка». Потолок ледяной, теперь скрипучий, зашуршал стеной тьма колючая.
выступление ансамбля музыкальной школы «Арт-лицей» в сопровождении ансамбля гитаристов «Классика». Их я и приглашаю на сцену. Музыкальная школа «Арт-лицей» и «Классика». Выходите, пожалуйста. Руководители Лиана Андреева и Гузалия Рябчикова. Ого, вот как! Хочется синих волн. Хочется плыть по ним подальше. Рано или поздно не будет в мире войн. Но лучше все-таки, если бы пораньше. Отметим, что мероприятия, реализуемые в 2023 году в рамках Года счастливого детства, будут направлены на укрепление и охрану здоровья детей, повышение доступности мер социальной поддержки семьям с детьми, обеспечение доступного и качественного образования, увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. Подари улыбку миру.